Дорогие подписчики и гости моего канала, всем привет! Сегодня у меня небольшая поездка в поселок, который называется Мыртыю. Такое интересное название. Находится в 27 километрах от города Сыктывкара по правую сторону Сысолы. Поселочек такой небольшой, маленький. Сейчас тут больше дачных домов. Раньше был поселок, школа была, детский сад был, 2 лесопилки было, сопильный пункт, не знаю, сейчас есть или нет. Протекает тут маленькая речушка под названием также Мыртыю. Она небольшая такая, очень холодная, правда. Ширина достигает всего 2 метра этой речки. Вокруг очень много, как говорят, грибов, ягод. Ну, надо успеть пройтись, пока автобус не приехал. Водитель говорит: меня снимите, пожалуйста. Ну вот, засняли. Пойдем, мои хорошие, пройдемся. Вот какая-то вышка стоит тут. МТС или Теле2. Какая-то связь есть, значит. Водитель машет. В общем, вот это название Мыртыю в переводе с коми на русский означает: мыр – это пень, ты – это озеро, ю – это река. И все вместе, если собрать, то это означает река, которая вытекает с озера вместе с пнями. Вот так вот интересно, мои хорошие. Тут на карте отмечено, в общем, что в 40-м году было, открылся этот поселок. В 49-м тут уже находилось где-то 117 человек. Немцы, украинцы. У вас центр есть поселка? Центр поселка? Центр. Вот центр. Центр. Ничего такого нету, ни клуба, ничего нету, да? Нету. Все снесли. А, да? Спасибо. Вот так. Тут нет ни школ, ни детских садов, ни аптеки, ни клуба, ничего нету. Вот такие дома. Что фотографируете? Я просто езжу, снимаю Республику Коми по деревням, по поселкам. Красоту нашу показываю подписчикам. Да нет, у вас тут природа насыщенная. Не всем нравится, что я снимаю. А мне все равно. Вот такие тучи у нас. Сейчас как пойдет, поливанет дождь. Смотрите. Речка, не знаете где? Нет? Не местный? Спасибо. А? Да? Далеко? Ого-го. Лес — это понятие растяжимое. Ручей? Спасибо. Поснимать вашу красоту. Дома. В этом поселке когда-то проживала моя подруга Елена. Все детство и молодость прошли ее в этом поселке. Правда, не знаю, по какой улице. Интересно было бы посмотреть, по какой улице проживала она. Такой красивый колодец. Смотрите, какая красота, дорогие мои. Вот какой колодец суперский. Новый, видимо.
Здравствуйте. До речки ближе так пойти или так? А до речки я, в принципе, знаете, через пилораму ходил всегда. Это Через вот ту. туда можно по этой дороге пройти? Да, по этой, потом направо, и там на пилораму, потом налево через пилораму. Все, спасибо вам Мгм. большое, огромное. У вас тут население большое? Да не маленькая, Маленькое? Примерно 100 человек есть? даже не знаю вообще. Да. Ладно, спасибо вам большое. Вижу, тренажеры стоят. Ничего себе. Вот такие тренажеры, в принципе, как и в городе. Все. А это что за здание у вас, молодые люди? А мы сами не знаем, где отсюда. Да. Мы вообще с города. А, с города? Посмотреть для интереса, что это. Это А, ничего себе. В общем, это больница их не была. Акушерский пункт. Фельдшера акушерский пункт написано. Действует или нет, не знаю. Молодежь занимается. На речку выход, знаете? на какую? Ну, в МРТЮ ихняя речушка маленькая. Можно отсюда попасть? На Да? поле выходит там. Там есть. Спасибо. Спускаемся вниз к речке. Даже телефончики стоят. Правда, наверное, уже не рабочие. Хотя кто его знает. Такие дома. Лена, будешь смотреть видео, может, узнаешь улицу свою, место. Вот это спуск вот к речке. Ох, там сколько впереди дров лежит. Чего себе. Прям. Где-то тут, говорят, лесопилка есть. Доски делают, доски. Вот на этом вот все, это вся деревня. Весь поселок, вернее. Домов-то очень мало. Говорили, магазинов тут нет, но один маленький магазинчик есть, киоск. Видели вы. Вот такие вот еще дома старые. Все до сих пор улица Механизаторская. Такие домики старые. Вот люди отапливают горбылем. Дрова, потому что золотые у нас береза. 10 кубов, 17 тысяч, если не больше. Вот приходится людям топить горбылем. Детскую площадку там вдалеке вижу. Практически возле леса в такую даль поставили. Интересно так. Вот женщина куда-то пошла, она, наверное... Мои хорошие, если вот так вот через реку перейти, там мостик, да, там находится мой участок, Пармайоль. Идем к речке, мои хорошие. О, вижу я пилораму. Вот там вдалеке, в общем, лесопилка. Это синее здание. Лесопилка. Видите, сколько горбыля. Мои дорогие, посмотрите, как тут красиво. Какая тут насыщенная природа, столько зелени. Правда, в этом году из-за жары трава не очень высокая. У нас уже начался сенокос на севере. Там вот дачные домики стоят. Дорогие подписчики, гости моего канала, спасибо всем, кто смотрит мои видео. У нас очень жарко. Слепит солнце в глаза, слепит, и съемка не очень хорошая получается. Вот. Сейчас пойдем на речку. Заброшенные какие-то там сараи, смотрю, стоят. Возможно, где-то здесь проживала моя подруга. Вот в этих местах.
Сейчас покажу вам, какая красота. Смотрите, как красиво. Там девушка идет, сейчас спросим у нее. Вот заброшки. Дом, наверное, был какой-то. Не подскажете, до речки далеко еще? А пойдемте, я провожу, я сама эту тропинку только нашла. А вы туда идете? Да, туда, в даче. А, да? Подходим потихонечку к речке Мартыю. Интересно, конечно, название. Сама речка Мартыю и поселок Мартыю. Ёлочки. И люди там идут куда-то. Смотрите, какая красота. Вот и подошли мы к мостику. Этот мостик я уже снимала. Только получается с той стороны, где у меня находится. Если перейти через мостик, там метров 500 еще пройти, там у меня участок с той стороны. А эта сторона получается Мартыю. Вот мы идем по мостику к речке. К речушке маленькая, речушка такая. Такой мостик качается. Ручеек остался от жары. Даже 2 метра не достигает уже ширина. Когда-то тут в детстве купались дети. Вместе, в смысле, не то, что в паре, а вместе. Друг против друга. В паре я с ней мало сидела. Вот, и я прекрасно... Вот что осталось от речки Мартыю. Один ручеек. Но вода очень холодная. Когда-то жизнь кипела. Дети приходили сюда купаться. Все, что осталось. И вот такой вот шикарный вид выходит на Мартыю. Что, мои хорошие? Вот такая очень маленькая прогулочка по Мартыю. От поселка осталось только немного дачных домиков и все. Старые дома уже разрушены. Людей проживает мало, только дачники. Ничего нет, еще раз повторюсь, ни школ, ни детских садов тут нету. Так что вот так вот. Люди приезжают, сажают только огороды и все. Солнце прям слепит в глаза. Буду возвращаться туда, в центр, к остановке. Придется долго сидеть мне теперь там. 3 часа автобус. Сейчас только 12 час. Потом мне сколько еще торчать. Ох. Еще хотела, мои хорошие, сказать вам. Если кто-то обижается, что я не вовремя захожу и пишу комментарии под вашими видео, отвечаю на комментарии под своим видео не вовремя, простите меня, потому что я не отчитываюсь, конечно, просто дело в том, что у меня полетел ноутбук. Вот так, мои дорогие. И сын закидывает видео со своего ноутбука,
когда есть свободное время у него, он мне дает поотвечать вам там. Если я редко сейчас захожу, простите, не отписывайтесь, пожалуйста. Знайте, что я всегда с вами, я не забываю о вас. Будет возможность у меня приобрести новый ноутбук, конечно, хорошо было бы. Не знаю, когда это произойдет, в скором ли времени. Ой. Сейчас такие ноутбуки дорогие. Ноутбук-то вот этот, который мы собрали на ягодах, это он сыну остался. Как бы он там работает на нем. А мне хотелось бы иметь свой. Мой поломался. Ну, что, мои хорошие, подписывайтесь на канал Мама Музыканта. Ставьте лайки, пишите комментарии. На колокольчик нажимайте. А я поехала дальше путешествовать по республике Коми. Давайте, всех обожаю. Всем пока-пока.